изменения устава, это в порядке приведения в соответствие устава с федеральным законодательством, вот эти вот новеллы, которые там отражены, и новеллы эти затрагивают как изменение терминологии в некоторых случаях, это насчет акционерных обществ, так и возложение обязанностей на окружную администрацию по части того, чтобы применять результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, осуществление мероприятий по защите прав потребителей, а также в части изменения видов, направления уведомления о соответствии указанных уведомлений строительства индивидуального жилого строительства, недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства и самые такие это решения о сносе самовольной постройки и осуществлении самовольной постройки. Эти основные обязанности, они внесены федеральным законодательством и должны быть возложены на окружную администрацию, поэтому и вносятся для того, чтобы это отражалось в видах деятельности окружной администрации. Должно быть отражено в уставе. Вкратце все. Какие будут вопросы к докладчику? Добрый день, уважаемые коллеги. Вот есть три заключения, два от контрольно-счетной палаты и один от правового управления Якутской городской думы. Некоторые замечания. Вот эти замечания учтены. Там все замечания учтены. Все, что было, да, мы сессии полностью готовились, все замечания учтены. Все согласование тоже со всеми прошло. Аян Ильич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые товарищи. Так, у меня вот вопрос в части вот, независимой оценки качества, да, вот, предприятий, организации вернее. Речь идет только о муниципальных предприятиях и организациях учреждений, или всех видов собственности, форм собственности вернее. Да, там все, что всех. В смысле, всех независимо от формы собственности предприятия. Да, конечно. На территории городского округа. Да. Так, далее. Потом Что касается вот, права органа местного самоуправления на эту независимую оценку, она осуществляет ее, вернее, какие органы могут осуществлять? Речь идет, наверное, о контрольно-счетной палате, контрольном управлении или еще каких-то органах? Идет речь о том, что при строительстве должна быть проведена независимая оценка, и, соответственно, мы должны использовать эту оценку для того, чтобы улучшить эти качества. И смысл сводится к тому, что это авторский надзор, там, все, что касается подрядных работ. А независимая оценка кем проводится, если уточнить этот вопрос? Авторским надзором, управлением строительства. Управлением строительства. А у нас есть такой раздел управления строительства? Вот структура служебной администрации. Конкретно сейчас не могу сказать, извините. Значит, получается, кем будет проводиться эта независимая оценка, вы не можете сказать? Ну, я считаю, что это СРО, те, которые осуществляют и имеют вид деятельности у себя. Поэтому речь сводится не о том, что это будет муниципалитет проводить, а именно независимая оценка со стороны третьих лиц. Не заказчики, не подрядчики, не услуги, никто указан. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, еще вопросы есть? Вопросов нет. Какие будут предложения по данному проекту решения? Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Решение принято. Приступаем к рассмотрению второго вопроса. О внесении изменений в положение о персональной
ставок земельного налога